Бесплатную экспресс-диагностику на выявление гепатитов Б, С, ВИЧ-инфекцию и сифилис в Абхазии проводят с 2012 года. С 10 утра до 2 часов дня все желающие могли пройти обследование на базе мобильной лаборатории во дворе республиканской больницы. В момент наших съемок людей, желающих сдать анализы, было немного. В основном их сдавали медработники. Они отмечали, что по долгу службы часто контактируют с инфицированными людьми, поэтому им в первую очередь необходимо пройти экспресс-диагностику. В нашей работе необходимо, конечно, надо всегда каждый год проверяться, потому что мы в медучреждении работаем и не знаем, кто приходит, что с чем. Вы ежегодно сдаете, да? Да, конечно. Прежде чем начать обследование, медики информируют людей об инфекционных заболеваниях. В случае обнаружения болезни человеку рекомендуют пройти до обследования в республиканском кожвендиспансере. В мобильной лаборатории сдать экспресс-тест могут все желающие, абсолютно бесплатно и анонимно. Результаты будут готовы в течение 15-20 минут. Вирус иммунодефицита человека атакует клетки, которые отвечают за борьбу с вирусами. В результате прогрессирования болезни организм человека оказывается неспособным сопротивляться серьезным заболеваниям. СПИД возникает вследствие длительного течения ВИЧ-инфекции, если пациент вовремя не начал лечение. Вот почему специалисты призывают население не бояться, не стесняться и вовремя пройти обследование. У нас в Абхазии немножко неудобно быть пациентом ВИЧ-инфицированным. Если раньше чаще всего таким заболеванием болели немножко асоциальные люди, там те, кто употребляют инъекционные наркотики. К сожалению, сейчас уже почти, наверное, сравнялась путь передачи половой. Вот поэтому это и страшно. То есть никто не застрахован от этого. Сейчас у нас летний сезон, и очень часто ко мне обращаются люди, кто-то укололся на берегу, там кто-то убирал, укололся иголкой. Хочу, чтобы люди знали, что через иглу можно заразиться такими инфекциями, как ВИЧ, гепатит Б и гепатит С. От ВИЧ-инфекции есть профилактика. В течение месяца человек пьет препараты профилактические, и при этом стопроцентная незаражаемость. По поводу гепатита С, к сожалению, профилактики нет, а по поводу гепатита Б есть вакцинация. Вот призываю всех, кстати, вакцинироваться от гепатита Б в течение 7 лет, стойкий иммунитет. К сожалению, в нашем обществе зачастую люди стыдятся сдать анализы на СПИД и ВИЧ-инфекции. Этому подтверждение слабая явка людей для сдачи анализов. В течение 2 часов экспресс-диагностику прошли только 16 человек. Это тоже показатель того, что мы немножко, как сказать, расслабились. При ковиде, конечно, не расслабится ни один врач, но имеется в виду, что касается ВИЧ-инфекции, гепатитов в том числе. То есть теперь мы должны информировать больше, объяснять людям, что есть такая инфекция. К сожалению, посмотрим к концу года, будет у нас рост или нет. Пока вот в течение недели у нас 4 положительных было пациента, и не только мужчины, но и женщины, и беременные есть. По статистике кожвендиспансера и СПИД-центра в Абхазии в течение 3 лет не больше 70 человек впервые выявленных ВИЧ-инфицированных. За прошлый год количество вновь выявленных ВИЧ-инфицированных – 57 человек. Так как у нас в течение 3 лет не выше 70, в 2022 году даже меньше, но я так думаю, прогнозирую так как очень много к нам в Абхазию сюда заезжают представители не абхазской национальности, скажем так. Я думаю, что в этом году будет рост ВИЧ-инфицированных, к сожалению. В рамках акции по бесплатной экспресс-диагностике на гепатит и ВИЧ-инфекции обследование прошли 18 человек. Заболевания ВИЧ выявлено не было, но у 2 обнаружен гепатит Б и еще у 2 людей гепатит С. Все они пройдут до обследования в республиканском кожвендиспансере. Алика Трапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.